поводу Кыргызстана и Киргизии. Почему кыргызы, или я не могу сказать, что обижаются, но довольно-таки больно воспринимают, когда называют киргизы и Киргизия? Нет, знаете, я бы вам сказал бы, не то, что обижается, просто, наверное, здесь надо понять. Если в самой этимологии стан или Киргизия, да, Киргизстан или Киргизия, то это другое. А если вы имеете в виду кыргыз и киргиз, вот здесь разница большая. Расскажите. Вот наш этноним, он кыргыз. Если дословно сказать, что это значит, это неистребимый. Неистребимый. Неистребимый, потому что очень много версий, вариантов в научном мире. Я, в частности, как кыргызовед, я точно это изучаю до сих пор. И вот очень много, около 9 версий есть. И все как бы в принципе обоснованные, ссылаются на какие-то источники, на какую-то философскую часть, где-то с Санджирой связывают, там, с какими-то личностями, да, с историей. То есть, но везде идет какая-то трансформация, допустим, Кырк-Огуз на Кыргыз, так-то так. Все вот эти варианты, они все трансформированы. Но меня удивляет то, что кыргыз слово, оно не сложное. И нет смысла трансформировать, тем более те слова, которые придаются как варианты, Кырк-Огуз или там Кыргыз говорят, Кыргыз. Такие слова, их можно и так произносить. Для кыргыза это не трудно. А вот кыргыз, само слово, название, в прямом смысле, без никаких-то трансформаций, оно обозначает неистребимый. И, в частности, в Манасе, еще в нескольких фольклорах мы часто об этом слышим и читаем, и именно прямым текстом. Вот там в Манасе есть такие строчки, вот «Кырылган сайын кычаган», или там «Тюгөнгөн сайын тютөгөн». То есть, сколько не истребляй, сколько не убивай, этот народ невозможно истребить. И вот так вот с этого все и начинается. И поэтому кыргыз это вот имеет такое значение. А слово киргиз на нашем же языке, оно имеет совершенно другое значение, и это даже более оскорбительно.